Кто из нас не бывал в пункте приема документов на обмен российских паспортов? Редко кому удается с одного раза сдать все необходимые бумаги и забыть об этом как минимум на ближайшие 5 лет. Марьяна Почалия стоит в очереди с 5 утра, пытается оформить гражданство детям. На это у нее ушло много времени и нервов. Мы пришли в понедельник в посольство, но там такая война была, что мы не смогли даже пройти туда. В общем, прошли, а там талон взяли, у нас был 29-й, но до нас очередь так и не дошла. Мы стояли там до 5, развернулись, пошли обратно домой. А сегодня мы там с 5. Талон взяли, зашли, теперь нужно оплатить. Вы с 5 утра в очереди? С 5 утра. А потом обратно нам нужно будет пойти в пятницу, опять-таки с утра, взять талон, чтобы сдать уже документы готовые. Сколько вы уже в очереди находитесь? С 9 часов. С 9... Хотя вот документы все есть, но в кассу большая проблема. Одна кассирша выходит вам по 10 минут, вам задерживает она. Я-то еще чуть-чуть, 74 года выдержу, но людям негде сидеть. Кому-то 5-6 скамеек можно было бы. Он же 5 раз поднимает старика одного, вон, парень. Многие пришли сюда сдавать документы заранее, пока действителен паспорт. Иначе придется долго ждать и оплачивать штраф. У меня в апреле будет менять. У меня до апреля паспорт российский годится. Но заранее надо подготавливать, потому что еще 3-4 месяца надо будет ждать. На момент нашей съемки было почти 11 утра. Все люди в этом коридоре стоят на очередь в кассу. А у кабинета 109, куда приходят за готовыми анкетами и сдают документы, к этому времени уже не было практически никого. Основной поток людей приходится на 9 утра. Но люди занимают очередь с 5, а то и с 4 часов утра. Как нам рассказала руководитель консультационного отдела по оформлению российских загранпаспортов и гражданства Фаина Герман, именно по этой причине каждый раз к 9 здесь образовывается очередь. Вы снимали и видели, что на данный момент было 10:45, уже людей около кабинета не было. Только те, кто пришли, стоят в очередь в кассу, оплатить и пойти сдать в посольство. Они пришли, забрали анкету, заплатили в кассу и пошли сдали. Все. За один день человек пришел, взял анкету, оплатил в кассу, он уже находится в списке в посольстве, он приходит и сдает свои документы. И только ожидание паспорта. Раньше были выезды у нас в Ткачевский, Ачамчирский район, но просто временно сейчас приостановили, потому что посольство было закрыто. Планируем также и дальше выезды, как и раньше. Мы побывали в посольстве России в Абхазии. В очередь здесь становится еще раньше, с половины 3 утра. Так как талонов на прием всего 40, не все успевают попасть вовнутрь. Поэтому те, кто пришли первыми, то есть первые 40 человек, сами создают очередность. Пришли здесь и сами составили список тех первых 40 людей, которые здесь находились по очереди. Сами же на листиках дали каждому номер. И потом уже зашли. Ну, потому что к 7 часам здесь было около человек 200, наверное. То есть вы сами здесь? Мы сами, да, сами организовали список, ровно потому что в терминале 40 талончиков. И мы вот так решили сделать, чтобы было удобно. Первые 40, которые пришли, те и попали. Я здесь с 2:30 ночи. Когда я уже пришла, я была 15-я в списке. Штраф я заплатила за просрочку паспорта 4 800 с чем-то. Я, конечно, недовольна этим. Лишних денег ни у кого сейчас нету в такое тяжелое время, но что делать? А паспорт просрочился во время карантина ваш? Нет, мой чуть-чуть раньше, но здесь, которые были сегодня многие, которые попали под карантин, и пришлось им платить. Хотя им говорили, что штрафов не будет, так как карантин, но все равно не заплатили. Здесь девочки были с нами, которые это говорили. Они не принимали, солнышко, закрыли. А пришлось мне 11 тысяч заплатить, даже с чем-то. За время карантина паспорт просрочился, получается, ваш? Да, во время карантина, да, точно. Сегодня третий день, мы чуть не умерли, взяли талон, сейчас сдаем, если получится, даже сдать. Но это еще от вопроса. А в очереди вы сколько уже стоите? 2 часов ночи. 2 часов ночи, третий день уже сегодня.
С целью соблюдения ограничительных мер в условиях коронавируса в помещение консульства запускают по 6 человек. И по этой причине тоже могут возникнуть очереди. Кроме того, многие переживают, что за то время, пока они ждут сдачи пакета документов, срок действия их паспорта истечет. И им тоже придется платить штраф. Просто у меня 25-го заканчивается марта. И я не знаю, я успею его сдать или не успею я его сдать. Если я его не успею, я не знаю, будет этот штраф на меня накладываться или не будет, я не знаю. Очень тяжело получить талончик, очень тяжело. Люди мучаются. Я понимаю, это их работа. У них тоже, наверное, нет возможности положить больше талонов. Но когда человек приходит в 2 часа ночи, здесь стоит и не получает талоны, это тоже нехорошо. Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновил работу с 1 марта. Прием анкет на оформление 5-летних загранпаспортов ведется с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов. Прием анкет на оформление и выдача биометрических паспортов производится с понедельника по среду с 9 до 17:00. Что касается консульских сборов, как неоднократно нам разъясняли сотрудники российского консульства, решение об этом приняло правительство РФ, и это решение вступило в силу с 1 января текущего года. Кугуца, Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.